Нет у спортсмена более сурового судьи, чем он сам. Это слова одного из лучших вратарей в истории футбола – Льва Яшина. Здравствуйте! Это программа «Спортивная среда» на телеканале ТНВ. И в студии я, ее ведущий, Амир Сабиров. Смотрите сегодня в выпуске. Начало футбольного чемпионата российской премьер-лиги. Казанский «Рубин» в рамках первого тура отправился в Нижний Новгород. Узнаем, как проходит первенство России по хоккею на траве среди юношей от 12 до 14 лет. В нем принимают участие 3 команды из Татарстана. Традиционно в экстрим-парке «Урам» прошел Кубок России по велосипедному спорту. Наш Ирик Рязаев в числе фаворитов. Последний месяц футбол – это точно спорт номер один. Многие, даже не интересующиеся спортом люди, пристально наблюдали за баталиями чемпионата Европы в Германии. Драматичные развязки, многочисленные споры, в том числе и судейские, неожиданные результаты и интереснейший финал между Англией и Испанией. Все это было. Но сейчас настало время нашего футбола. Первый тур чемпионата российской премьер-лиги стартовал 4 матчами в субботу, 20 июля. А наш «Рубин» сыграл в понедельник с Нижним Новгородом. Эта игра стала последним во всем первом туре. В новом сезоне смотреть за командой Рашида Рахимова будет очень любопытно. Просто сохранить место в лиге уже недостаточно для болельщиков. Теперь, когда у тренера новый контракт и костяк команды сохранился еще с прошлого сезона, от команды ждут еще больших свершений, чем раньше. Как команда стартовала в чемпионате, смотрите далее. Первый матч «Рубина» в новом сезоне удался. Самая результативная игра команды за последние 2 года. Гостевая победа 4-2. Но главный тренер Рашид Рахимов после матча был не всем доволен. Недоволен вторым таймом. Появилась такая, не могу сказать, это не расхлябанность, но мы перестали доигрывать эпизоды, реакция стала хуже у нас на моменты. И я об этом сказал команде в раздевалке. Вы великолепный тайм провели первый, надо и держать уровень игры 90 минут. Но надо сказать, что это отсутствие запаса прочности. И это я вижу, и для этого должна быть еще раз внутренняя конкуренция, для того, чтобы мы могли усилить нашу игру, сохранить уровень игры. Возможно, той самой прочности удастся достичь игроками, которые на данный момент в лазарете. Австриец Юкич получил повреждения в предсезонной игре и сейчас восстанавливается. Полузащитник Иву и Ломовицкий пока также не могут помочь команде. Мы же должны понимать, что невозможно пройти сезон без травм. Да? И мы видим, как Юкич получает матч с Локомотивом повреждения, не может восстановиться, хотя тот игрок, который может сохранить уровень игры нашей, а для этого должна быть очень хорошая обойма для того, чтобы мы сохранили свой уровень. Никому нет претензий из ребят. Они бьются, они сражаются, но внутренняя конкуренция должна быть. Празднует этот гол, что называется, закатили, додавили, внесли этот мяч в ворота Нигматуллина, и он, конечно, чувствует неприятные ощущения, которые много его преследовали во второй части прошлого сезона. Вот так вот «Рубин» не досмотрел в своей штрафной площади. Уже в 4-й минуте после пропущенного гола казанцы счет сравняли. Сделал это Мирлен Даку. Нет ли здесь положения вне игры, судя по всему? Нет, 1-1. Вада делает передачу на Мирлен Даку. И уже на 4-й минуте, в самой концовке, «Рубин» сравнивает счет. Вот это здорово! Как начинается этот матч? Ближе к концу тайма казанцы забили еще дважды. Нельзя не отметить, что все мячи у «Рубина» похожи по своему исполнению. Проход по флангу и проникающая передача с завершением в одно касание. Я бы не стал выделять только фланговые атаки. Да, мы забили мячи с фланговых атак, но в принципе мы пытались в атаке действовать как раз рассматривая ситуацию на поле, что позволяло передача между линиями в середине давать этот пас, или же в инсайдной позиции, или переводу мяча. Казалось, что команды так и завершат встречу, но нижегородцы сократили отставание до минимума на 71-й минуте. В этой голевой комбинации гости слишком сильно прижались к своим воротам и открыли пространство Цурукяну. Гол! Забивает Марина второй мяч! И это делает Цурукян, если не ошибаюсь, опять он из этой зоны. Да, почувствовал все-таки казанский клуб, но вот эту слабость, потому что их просто вжали в штрафную сейчас.
До конца игры Рубин вернул себе преимущество в 2 мяча. Отличился Дмитрий Кабутов 4-2. Любопытно, что в прошлом сезоне Рубин 2 раза проиграл Нижнему Новгороду. Реванш удался. История противостояний двух команд теперь насчитывает 9 матчей, как официальных, так и товарищеских. Пока 4-5 в пользу пари НН. Большое спасибо, с хорошим началом. С победой вас. Спасибо. Ну а дальше команду Рашида Рахимова ждет проверка на прочность. Действующий чемпион «Зенит». В первом туре подопечные Сергея Симака сыграли с самарскими крыльями. Тоже забили 4 мяча, но свои ворота оставили в неприкосновенности. Смогут ли казанцы на своем поле остановить фаворита? Увидим уже 27 июля в первом домашнем матче в сезоне. Сегодня у нас в гостях спортсмены по прыжкам в воду, многократные призеры российских и европейских чемпионатов, участники Олимпийских игр Мария Полякова и Никита Шлейхер. Мы очень рады вас приветствовать. Мария, вы из города Пенза, Никита, вы из Ставрополя. Расскажите, как вы оказались в казанском спортивном клубе «Синтез»? Я изначально из Пензы переезжала в Москву. Потом училась в Америке, потом вернулась и переехала в Казань. В большей степени, наверное, к тренеру. Со Ставрополя переехали в 2013 году в Казань, пригласили выступать за Казань. В 2018 году открылся «Синтез», клуб водных видов. И нас туда пригласили, и с этого момента выступаю за этот клуб. Казань – столица, наверное, водных видов, потому что здесь один из лучших центров в России, да и в мире считался. А вот кого вы из тренеров из своей карьеры смогли бы в большей степени оценить? Конечно же, своего тренера Маякина Павла Борисовича, потому что у него не один спортсмен, который достиг высот. Помимо меня у него есть еще Александр Белевц, который также чемпион Европы. Мария Полякова перешла к нему и до сих пор занимается. То есть один из лучших тренеров России. Поддерживаю. А как сейчас проходит ваш тренировочный цикл ввиду отсутствия Олимпийских игр? Сейчас межсезонье, получается, люди потихоньку выходят из отпуска, начинают потихоньку вливаться в тренировочный процесс, поэтому пока что все в начальной стадии находится. Я тоже только что вышел из отпуска по одной тренировке в день. Готовлюсь к старту ближайшему, он в августе будет проходить. Вот сейчас много споров, ехать на Олимпиаду нашим спортсменам или не ехать. Вот интересно очень узнать ваше мнение. Давайте начнем с вас. Выбор каждого. Я против такого решения, которое нам выдвинули такие требования, и я против этого. Я присоединяюсь к словам Никиты. Вся большая масса, она отказалась ехать на Олимпиаду. А вот хватает ли мотивации тренироваться? Есть ли с этим проблемы? Нет, конечно, мотивация у нас даже ввиду отсутствия таких международных стартов. У нас есть свои важные старты, которые сейчас добавились игры дружбы, игры БРИКС, поэтому у нас есть для чего тренироваться и дальше показывать результат. Давайте поговорим об играх стран БРИКС. Интересно узнать мнение у действующих лиц, у тех, кто был внутри этого грандиозного события. Насколько было интересно соревноваться? Да, приехали не топовые спортсмены. Конечно, мы ожидали, что подтвердят участие те страны, которые очень неплохо выступают на международной арене, но они не согласились приехать сюда и выступали, можно сказать, между собой, просто соревнования были. Если вернуться в самое начало вашего пути, что именно вас заинтересовало в вашем виде спорта? Были ли какие-то альтернативы? У меня старший брат занимался тоже прыжками в воду. Я была еще маленькая. Я просто смотрела, как он занимается в зале, как все там ребята прыгают. И я всегда просилась. Я говорю, мне тоже хочется. И в один момент меня тренер посмотрел и взял меня. 5 лет мне тогда было. И мне очень нравилось с самого детства. Так и потом пошли результаты. И, собственно, по сей день я занимаюсь этим спортом. У меня мама мастер спорта по прыжкам в воду. И я не думаю, что особый выбор у меня какой-то там был в детстве в 4 года, чтобы пойти и самому выбрать. То есть привели, отдали, со временем это понравилось, влился и не жалею об этом. Давайте на этом месте прервемся.
Пока взрослые чемпионаты страны на паузе, Казанский центр по хоккею на траве открыт для подрастающего поколения. Там прошло первенство России среди юношей. Участие в турнире приняли 8 команд. Среди них 3 коллектива хозяйской динамовской спортшколы. Сборная Республики Татарстан, «Динамо-2011» и «Динамо-2012». Уже неделю в Казани идет первенство России по хоккею на траве. Соревнуются юные спортсмены 12-14 лет из разных уголков страны. Свердловской области, Барнаула и целых 3 команды из Казани. У наших ребят мы выставили 3 команды. У нас очень хорошая школа, она очень хорошо развивается. И вот у нас 3 команды играют на этом данном турнире. И успехи у нас рассчитываем на призы, на золото. Богдан Скворцов 6 лет играет за нашу казанскую команду «Динамо» и уже успел добиться значимых результатов. Несмотря на юный возраст, воспитанники команды уже 5 раз становились чемпионами России по хоккею на траве. Мы с нашей командой 5-кратные чемпионы России. Про свои награды, у меня много MVP турниров, лучших полузащитников, лучших, бомбардир есть. И лучший игрок команды 2. Казань можно назвать настоящим центром хоккея на траве. Здесь созданы прекрасные условия для тренировок, и любой желающий может привести своего ребенка в спортивную школу. У нас есть один из лучших центров в Европе, наверное, центр хоккея на траве, где 2 искусственных поля хорошего очень уровня. В основном летом мы занимаемся здесь. Также у нас очень широко развит хоккей на траве в городе Зеленодольске. И во всех районах города Казани у нас в зимний период работает тренерский состав в различных общеобразовательных школах. Важно отметить, что тренировки проходят круглый год и даже зимой. Зимой в залах в основном, на улице пробежки, футбол, кроссы какие-то, а с клюшками непосредственно в зале. Здесь, в Казани и в Зеленодольске. Воспитанники татарстанской школы по хоккею на траве всегда занимали призовые места на соревнованиях. Поэтому и в этом году на них возложена большая надежда. В том сезоне 16 соревнований проводилось под эгидой России. Из них 50%, 8 соревнований наши воспитанники заняли 1 место. В остальных соревнованиях заняли 2 места. Многие воспитанники Казанской спортивной школы остаются в своей родной сборной и продолжают свою спортивную карьеру здесь. Но есть и те, кто уезжает в другие регионы, чтобы попробовать себя в новом месте. Да, здесь же в Казани команды Суперлиги, в основном больше половины, я думаю, своих воспитанников. Многие еще воспитанники уехали в другие города, играют в Екатеринбурге, в Азове том же самом, в Подмосковье, в Электростале. В чемпионской команде «Динамо Акбарс» конкуренция всегда будет большой. И чтобы защищать имя самой титулованной команды, нужно не просто пройти школу, а, как сказал Алексей Майоров, талант одного мало, надо работать и постоянно доказывать свое мастерство, улучшать его. Всегда было интересно, когда вы выходите на свой трамплин, что в голове в этот момент, когда вы представляете свою страну, что белый лист, волнение или же наоборот ни о чем не думаете? Масса чувств, конечно, испытывается в эти моменты, но каждый, наверное, своя есть стратегия, как подходить к прыжку. Лично у меня это все уже настолько до автоматизма должно быть доведено, и оно доведено. Поэтому нет смысла лишний раз это накручивать, поэтому я стараюсь просто абстрагироваться и доверять своему телу, потому что я знаю, что надо делать, и просто сконцентрироваться и не думать лишнего. Да, все верно. Здесь каждый по-своему борется. Кто-то борется со страхами, кто-то с волнениями, а кто-то просто прыгает, как он умеет. Ставите ли вы цели какие-то перед собой на ближайшее будущее? Все ждем, конечно же, чтобы нас допустили уже к следующей Олимпиаде. Еще надеюсь, что хватит сил, чтобы дожить и выступить туда, еще отобраться. А так, пока прыгать и прыгать на российской арене и ждать, пока нас допустят туда уже и выйти, и работать там. Олимпийский совет Республики Татарстан очень много сил и средств вкладывает в развитие спорта вообще в целом в республике. Вы чувствуете это? Конечно, чувствуем, постоянно видим, что проводят различные мероприятия, и от марафонов до скейтбордов и так далее. Это очень радует.
это очень здорово. Ну и, наверное, заключительный вопрос. Какой совет вы можете дать подрастающему поколению, вот юным мальчикам и девочкам, которые бегут в бассейн? Ну, не бросать, переступать через свои страхи и верить в то, что даже если плохой день сегодня был, плохая тренировка, это не значит, что это конец. Нужно верить в себя, и что все получится, все будет хорошо. Да, главное вера в себя и слушать тренера обязательно. Это самое главное в спорте. Мы благодарим вас за то, что нашли время и пришли к нам на программу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Совсем недавно на крытой площадке экстрим-парка «Урам» проходил чемпионат России по BMX фристайлу. И вот снова лучшие фристайлеры собрались все вместе, чтобы выявить лучшего. На этот раз в рамках Кубка России. Этот турнир был отличной возможностью для Ирика Ризаева реабилитироваться перед родной публикой. На недавнем чемпионате он уступил золото Никите Фомину из Санкт-Петербурга. Получилось ли у Ирика взять реванш? Гульнур Габдрахманова с подробностями. С 18 по 22 июля в экстрим-парке «Урам» прошел 5-й этап Кубка России и всероссийские соревнования по велоспорту в дисциплине BMX Freestyle Park. Соревнования проходят уже 3-й год, поэтому стали уже традиционными. Проводят их с целью развития велосипедного спорта. Велосипедный спорт набирает обороты в республике. Приятно, что руководство республики такое внимание уделяет нашим дисциплинам, нашему виду спорта. В Кубке России приняли участие спортсмены из 12 регионов страны и Республики Беларусь. Отличная инфраструктура, отличная организация, спортсмены готовы на высоком уровне. Сейчас посмотрим, буквально через несколько минут начнутся финалы. В соревнованиях приняли участие разные категории спортсменов. Юноши и девушки 13-14 лет, 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет и женщины и мужчины 19 лет и старше. На церемонии открытия финальных игр спортсменов выступил танцевальный коллектив с зажигательным татарским танцем. Затем главный тренер сборной России по велосипедному спорту Павел Павлович Костюков пожелал спортсменам удачи, и финалисты принялись бороться в финале. А зрители наблюдали зрелищную и экстремальную дисциплину велоспорта, в которой райдеры выполняли свои самые сложные трюки. В первую очередь пришел сюда, потому что тоже занимаюсь этим видом спорта, тоже катаюсь на велике, там прыгаю, делаю трюки и все остальное. Вот, когда-нибудь, может, тоже буду участвовать в таких соревнованиях. А так пришел, в принципе, посмотреть, как это все происходит, потому что это всегда интересно, как катаются ребята, которые покруче меня. Когда построили парк «Урам», я видел это все и начал интересоваться, смотрел по телевизору и узнал, кто такой Ирик Ризаев. И когда он участвовал на Олимпийских играх, мы за него болели с сыном. Среди девушек победителем стала Мария Сигарева. Серебряным призером стала Екатерина Круглова, а бронзовым – Елена Малышева. Получилось не все, парк достаточно трудный. Я не знаю, как у меня получается второй раз в этом парке оставаться первой, но, например, на чемпионате, который проходил здесь же, я не справилась с эмоциями и не прошла в финал даже. Хотела с трюком 360 еще один элемент сделать, но не в этот раз опять. По итогам квалификации я была первая, поэтому, конечно, хотелось на первое, но пошло не совсем так, как я задумала в обеих попытках, поэтому третья. Но в целом удовлетворена, так скажем. Среди мужчин бронзовым призером стал наш татарстанский спортсмен Ирик Ризаев. Он является одним из сильнейших райдеров страны, который входит в состав сборной России по BMX фристайлу, участником Олимпийских игр, где был на 6-й строчке. Сегодня заехал довольно хороший заезд, но, если быть совсем честным, далеко не максимальный. У нас 3 недели назад здесь прошел очень важный для нас чемпионат России, и я после него еще до сих пор восстанавливаюсь морально, физически. Трудно. На той же площадке все то же самое. Второе место занял Никита Фоминов из Санкт-Петербурга, а победителем данного этапа Кубка России стал Артемий Любишкин из Краснодарского края. Соревнования были очень яркими и захватывающими. Сейчас же спортсмены готовятся к предстоящему 6-му этапу Кубка России, который пройдет с 24 по 28 июля в Саранске. Что еще произошло в спортивной жизни на прошедшей неделе, Евгений Алмазов расскажет в традиционном обзоре.
Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля, на которых выступит 15 спортсменов с российским паспортом и будут выступать под аббревиатурой АИН, носящей статус нейтральных спортсменов, без права на родной флаг и гимн. Абсолютно никаких ассоциаций с родной страной, иначе последствия будут плачевные. Мгновенное лишение аккредитации. Но это не повод для расстройства, ведь главное, что в душе, а не на бумаге. Спортсмены подобрались среди российских как самые опытные, так и молодые, только лишь совершающие первые шаги на олимпийском поприще. Анжела Бладцева, прыжки на батуте. 19-летняя девушка в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира и сходу стала его победительницей. Олеся Ромасенко, гребля на байдарках и каноэ. Сильнейшая российская каноистка последних 10 лет, выступит в одиночке на дистанции 200 метров. Мира Андреева, теннис. 17-летняя Мира шокирует весь мир своими выступлениями, а в паре с Дианой Шнайдер станет украшением Олимпиады. И шансы на медали велики не только у этой пары, но и спортсменов вышеупомянутых. Что примечательно, сильнейший теннисист России Даниил Медведев выступит в одиночном и парном разряде, а также в миксте. Медали во всех теннисных разрядах будут разыграны со 2 по 4 августа. А мы ждем громких и исторических побед на международной арене. Чемпионат футбольной национальной лиги стартовал, и Татарстан показывает пока что наилучший футбол. Нефтехимик в 2 матчах безоговорочно забрал 2 победы. 14 июля в первом туре была повержена Тюмень 3-0. В стане нижнекамской команды отличились Саид Алиев, Максим Петров и Султан Джамилов. 21 июля подопечные Кирилла Новикова провели очередной матч в родных стенах против Уфы. На этот раз нижнекамцы были в роли догоняющих. Показав лучшие физические кондиции и изнурив своего соперника, нефтехимик добывает очередную победу. Женская сборная Татарстана стала победителем эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем в финале Кубка России по плаванию в Екатеринбурге. Софья Дьякова, Дарья Устинова, Анастасия Колпакова и Валерия Соломатина, представляющие команду, показали результат 8 минут 2,61 секунды. Мужская сборная Татарстана стала бронзовым призером в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Команда в составе Алексея Мерзлякова, Андрея Минакова, Риналя Назипова, Алексея Крутых показала результат 3 минуты 19,19 секунд, уступив сборным Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Финал Кубка России по плаванию завершится 28 июля. Здравствуйте, меня зовут Маруся, и я вас буду знакомить с интересными новостями из мира закулисного спорта. Поехали! Нападающий хоккейного клуба «Акбарс» Илья Сафонов, помимо блестящей игры на льду, активно проявляет себя и как блогер в социальных сетях. Так, на днях хоккеист в своем телеграм-канале опубликовал видеорепортаж, где попробовал себя в роли корреспондента. А кто твой любимый игрок? Номер его? Я, спасибо. Все хорошие, не могу так. А кто вот меньше всех нравится? Может, есть такой? Нет такого. А вот вратарь хоккейного клуба «Акбарс» Амир Мифтахов стал дипломированным юристом. После 2 лет обучения в Казанском федеральном университете ему присвоили квалификацию юрист в сфере международного права. Об этом сообщили официальные страницы самого хоккейного клуба, поздравив вратаря, сопроводив забавной цитатой: «Был вратарем, а стал юристом». В интернете появилось объявление о продаже футбольного клуба «Сокол» за 5 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовал спортивный директор клуба Ильяс Миневалиев в разделе «Готовый бизнес». Клубу хватило всего пару дней, чтобы найти нового владельца и совершить сделку. В свою очередь продавец пообещал покупателю полностью укомплектованную, готовую для побед команду вместе с тренерским, административным, медицинским и медиаштабом, а экипировку и инвентарь – подарок. В продолжении о футболе. На днях футбольный клуб «Рубин» на производственном предприятии «Казань Оргсинтез» представил новый комплект формы. В презентации принял участие президент клуба Марат Сафиуллин, главный тренер Рашид Рахимов, а также сами игроки футбольной команды. Форма была представлена в 3 цветах. Домашняя традиционно рубинового цвета, на которой изображены главные достопримечательности столицы Татарстана. Гостевая привычно зеленого цвета, а также альтернативный комплект бежевого цвета. Отдельного внимания заслуживает именно зеленый комплект. Он посвящен самым преданным фанатам. На ней вышиты имена и фамилии владельцев абонементов, которые поддерживают команду последние 5 лет.
На днях клуб НХЛ Каролина Херрикейнс разорвал контракт с 32-летним форвардом Евгением Кузнецовым. В медиа сообщается о том, что хоккеист близок к переходу в СКА, который возглавляет Роман Ротенберг. Однако хоккеистом интересуются и другие два клуба – Челябинский «Трактор» и Казанский «Акбарс». 32-летний хоккеист является воспитанником «Трактора». Ранее он говорил о желании вернуться в родной клуб. В пользу же «Акбарса» говорит фигура нового главного тренера челябинца Анвара Гатиятуллина, которого связывает с земляком давняя дружба. На этом все. С вами была Маруся Айнуллина. Пока-пока. На этом наша программа «Спортивная среда» подошла к концу. Мы постарались рассказать вам о главных спортивных событиях в нашей республике. Смотрите нас в это же время на следующей неделе. Также записи всех программ есть в социальных сетях телеканала ТНВ. Любите спорт, и он ответит вам взаимностью. До свидания.